Ключевые решения для экономического развития Ингушетии были приняты сегодня на заседании Инвестиционного совета при главе республики. Под председательством Махмуда Али Калиматова обсуждались новые масштабные проекты, призванные вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Подробности в сюжете. В столице республики состоялось ключевое заседание Инвестиционного совета, собравшее за одним столом представителей правительства, муниципальных властей, а также руководителей компаний и общественных организаций. Основная повестка дня – рассмотрение и потенциальное заключение инвестиционных соглашений по 3 амбициозным проектам, предложенным компаниями «Восток», РССО и Обанхи. Открывая заседание, глава республики Махмуд Али Калиматов подчеркнул стратегическую важность привлечения капитала для устойчивого развития региона. Кто не может помочь, не мешайте. Они хотят сделать рабочие места. Они хотят условия создать, чтобы мы развивались, чтобы у нас была продукция своя. Другие у нас хотят гостиницы построить. Вы сами знаете и понимаете, что у нас нет гостиничных номеров. Первым на рассмотрение представили проект от компании ООО «Восток» строительство современного 9-этажного гостиничного комплекса категории 5 звезд в самом сердце Магаса. Этот проект, объем инвестиций в который превышает 2 миллиарда рублей, обещает стать настоящей жемчужиной гостеприимства республики. Завершение строительства планируется к 2028 году. Номеров, который будет в себя включать первый этаж административный, тема гостиницы будет устроен спорткомплекс. Второй ключевой проект, вынесенный на обсуждение, гостиничный комплекс 4-звездочный, СПА, бизнес-центр и выставочный центр от ООО «РССО». Этот объект, который планируется возвести в Назране, потребует около миллиарда рублей инвестиций и создаст до 50 новых рабочих мест. Срок его реализации – до 2030 года. Особенностью проекта является создание первого в республике масштабного делового центра, ориентированного в том числе на специалистов, работающих удаленно, что крайне актуально в современном мире. На территории предусмотрено парковочных мест где-то 300 парковочных мест. С расчетом на то, что на момент будет большое мероприятие, все требования удовлетворяются. Комментируя развитие гостиничного бизнеса и потребность в деловых центрах, глава республики озвучил впечатляющие данные. Там и гостиница, там и центр, там и все остальное. Поэтому очень перспективно. Надо только по объему посмотреть тоже. Рассчитайте вот этот деловой центр. Третьим важным направлением, получившим поддержку инвестиционного совета, стало развитие агропромышленного комплекса. Проект ООО «Обанхи» предусматривает строительство современного товарно-форелевого хозяйства с объемом инвестиций 108 миллионов рублей и сроком реализации с 2025 по 2032 год. Этот производственный комплекс расположится на участках в сельских поселениях Гамурзиева и Арымхи, обеспечив 41 рабочее место. Руководитель проекта подчеркнул стратегическое значение искусственного воспроизводства рыбы в условиях растущего спроса и курса на импортозамещение. После строительства первого модуля 1 год нужно только в тестовом режиме, нужно посмотреть, как ведет себя рыба. Завершая заседание, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил благодарность инвесторам за их доверие и интерес к развитию республики, а также озвучил новую перспективную нишу для инвестиций. Делать вот детский развлекательный центр. Например, вход там, деловой центр, гостиница там, или въезд с одной стороны, а с другой стороны предусмотреть, что можно будет парковку и какой-нибудь детский развлекательный. Возможность нет. Она бы хотела, чтобы каждый метр нашей земли использовался. Все 3 представленных проекта получили единогласное одобрение инвестиционного совета. Предприниматели выразили готовность оперативно приступить к реализации своих планов, отметив поддержку со стороны региональных властей. Принятые решения открывают новые горизонты для экономики республики, обещая создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни населения. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Султан Булгучев, Магас 24.